Он привез дуплянки, сделал 2 штучки. Каждый год устанавливаю по 2, по 3. Вон товарищи едут уже на вездеходе. Прицеп тащат, сейчас прицеп оттуда вытащим. Погрузим и в город увезем. Отсюда 280 километров. Охотничий сезон начался. К сожалению, не у меня. Охотники заезжали, у них танкетка поломалась. И я приехал вроде как их дальше везти. Загрузились. Завтра дальше поедем. Сегодня уже не побьем. Остановились они в Зимовье по дороге. Зимовейка. Переночуют и завтра утром дальше поедем. 2 собачки у них. Вот на 2-й день приехали. Родовая община Сакукан. По-моему, мне здесь доводилось бывать лет 20 назад. Сейчас-то вон и гараж новенький у них. Семёныч построил. У Семёныча богатство. Богатая база вон. Гаражик. Вот зимовейка. У Семёныча огромная. Родовая община Сакукан. Территория 357 тысяч гектаров у них, насколько я помню. У нас, слушай, наверное, не меньше. Это территория Киржака? Да, не меньше. Да, вроде. Я точно не помню Киржака. А с Сакукана я отчет как-то делал. Мы прям на схеме посмотрим, как будет висеть наша официальная схема. Короче говоря, у нас осталось 2 дня вот такой, 2-3 дня хорошей погоды, потом будет смена погоды. Будем ожидать первый снежок. Так нам надо выезжать до снега тоже. Да, и все станет на свои места моментально. Ну да. Еще раз, 62 градус северной широты. Вот хозяйство Семёныча. У меня все сгорело. Потом, когда приеду, буду показывать, что сгорело, что уцелело. Скоро, наверное, буду у Семёныча проситься, чтобы он меня взял на охоту. Вездеход полностью загружен. Еще пару слов. Откуда вы приехали, чтобы здесь поохотиться? Ну я-то тут вообще коренной человек в этом регионе. 34 года стажа, дети, внуки. На данный момент. А в данный момент уехал в Петербург и каждый год возвращаюсь на осеннюю охоту. На промысловую. На промысловую осеннюю охоту. Так нас затягивает север. Да и не только север, в общем-то охота, я думаю. Да. Не было бы охоты, что тут делать? Абсолютно. Север себя изжил как источник денег хороших, да, длинного рубля. Да, и длинного рубля, и творческой выраженности. Да. Поэтому осталась только охота. И вот, невзирая ни на что, невзирая на любые затраты, бизнес-план всегда приносит минус глубокий. Но это того стоит. Да, я согласен полностью. Ремонт в полевых условиях. Бандаж с катка слетел, новый каток ставим. Находимся на территории родовой общины Киржак. Председатель Торгашов. Самый главный Киржак — это Торгашов. Вот территория КМНС Киржак. КМНС — это родовая община коренных малочисленных народов севера. Собаки разодрались что-то. И она, сука, с кобелем и дерутся. Так, ремонт произвели. На том бандаж срезано. Так, прибыли мы на конечный пункт следования. 180 километров, да? 180 километров. От ближайшей деревни. Да, ближайшей деревни. Сейчас надо будет обратно. Половину проехать. Вот это зимовейка. Я думал, может, снега порвало. Не. Посмотрел. Весь бутер выгрузили уже. Собака уйдет. Собачки привязаны, чтобы за вездеходом не побежали. Готовы к бою.
собаки. Будут соболя лаять, сахатова лаять, медведя лаять. Как вот заспаляли. Вот путик у них пеший. 9 километров, да, путик? С половиной. Там еще зимовье есть с баней. По ручью 2 километра. Специально для Евгения и Михаила за ту помощь, которую нам они оказали. Страшная дорога по болотам, по лесам. Но мы наконец приехали. Спасибо вам, ребята, большое. Ждите нас с этими уловами, вкусняшками и так далее. Будем с нетерпением ждать встречи, но уже в декабре. Это сейчас такая прекрасная погода, тепло. Через неделю уже ляжет снег и начнутся морозы. Ну, будем по спутнику телефону говорить. Вот это единственная техника у них остается. Реклама техники. Где-то еще бензопилов. Это вот товарищ Торгашов, который главный киржак. Мы как-то говорили на центральной базе. А это его зимовье. Ну, это Проходное. не центральное зимовье, это Проходное. такое Рыбацкая. медвежье, короче. Медвежье. Медвежья хата. И вот у него собачка интересная. С разными глазами. Посмотри-ка сюда. О, один белый, другой черный. Но собака отличная. Это старое зимовье. Вот они ее уже забросили. А это вот новое построили. А никто не спорит. Более того, самый главный киржак. Родовая община малочисленных народов Севера. Это Валера, напарник главного киржака. О, Находитесь в этом. главный киржак Гаврилович разрешил Вы нам порыбачить там находитесь, на Керемтыне у себя. Как ты сказал? В родовой общине Киржа. В родовой общине, да. Вот. Да, мы проверили Да. сети, правда, немножко. Одну сеть проверили, Да, всего одну. в урочище реки Керемтына. Да. Вон какие Вот стишки, подсказывай. блин. Да. Глаз, покажи какой. О, хорошая Чё, рыбка. 3 килограмма. Ну, остальные. Обалденный. О, это ленок. Да. Вот это рыбка. Сейчас будем жарить. Жарить будем, да. Мы приехали на молодежку. Уже 6:30 вечера. Хотели переночевать. А тут замочек. Вот это ни хрена. Ломик стоит. Замочек висит. Как вот быть? Ну, я-то ничего. Я на машине, на вездеходе переночуем там. Правда, честновато, но ничего. Ну а что? Нужен замок, так нужен. Вот, знать бы, кто это повесил, я бы, блядь, тоже в свое зимовье не пустил. У меня не было такого случая, что, блядь, замок вешал на зимовье. Вот придется ехать сейчас. Или здесь в вездеходе переночуем. Не знаю, посмотрим. Или до речки доедем. Когда я охотился здесь лет 20 назад, по-моему, вот в этом зимовье мы жили.
Сейчас это называется молодежка. Почему молодежка? Потому что здесь не живет, а охотится. Они вот в этом доме уже рядом построили. И видишь, у молодежи свои нравы, повесили замок. Ни меня не пускают. Даже переночевать. Ну ладно. Будем знать, что на молодежке хрен переночуешь. Семёныч распустил свою молодежь. Приехали в зимовье. Переночевать местные охотники приехали. На лошади. Вот с собачками. На лошади самая настоящая охота. Да? Говорят, спокойная. Хрен его знает. Вот хозяева зимовья. Переночевали. Вот так вот надо. А то, блядь, на замки закрывают, блядь, некоторые зимой. Но это первый раз, по-моему, никогда не видел. Вот мы приехали сюда, потом хозяева пришли, переночевали в этом зимовеке. Сейчас остался кусочек нам 20 километров, но по такой мочмале, что одна болотина. Те 20 километров одна болото. Потом сниму, покажу. На ночь вот они привязали коняшку своего. Приехали на коне, один пешком 20 километров. На ночь они привязали, он всю ночь кормился здесь. Вообще якутская лошадь не требует прокорма, заготовки кормов. Ну так, подкармливает, конечно. Но в основном зимой она копытит, снег разгребает копытами, ест. Осенью вот эту пожухлую траву ест. Такая неприхотливая порода. Вот рядом зимовьем паслась всю ночь. Ну, привязана. Вот, собачки, с собачками пришли. Всю ночь отдыхали. Сейчас пойдут работать, наверное.
Вот поломка у нас произошла, оторвала ленивец. Мы застегнули на этот каток, кое-как доехали. Для сравнения, тут-то вон как сзади. А тут вот как. Вот. Ну, добрались. Вот деревня Тасюрях. Сейчас за нами придет трав. Во, товарищ мой идет. Гоша с конем. Я пойду с конем по полю вдвоем. Сейчас на коне до Мирного. Конь не кусается? Нет. Здорово. Здравствуйте. Ты откуда? Оттуда. Оттуда? Тоже якутский конь. Ну. А у тебя другой был? Так он помер же. А что такое с ним? А хуй его знает. О, повезли инвалида на трале. Еще 170 километров. И все, дома мы.